Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. В честь Дня нейтралитета президент Туркменистана помиловал 276 осужденных. Президент Туркменистана и руководительский корпус страны награждены юбилейной медалью в честь 300-летия Махтумкули Фраги. Туркменский спортсмен завоевал малую серебряную медаль на чемпионате мира по тяжелой атлетике и другие новости. 276 человек, осужденных в Туркменистане за совершенные преступления, но сожалеющих о содеянном и искренне в этом раскаивающихся, помиловал президент Сердар Бердымухамедов. Соответствующий указ был подписан на расширенном заседании Кабинета министров с участием руководителей дипломатических миссий за рубежом и в международных организациях. Помилованные освобождены от дальнейшего отбывания основного наказания в виде лишения свободы. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал постановление о финансовых вопросах дипломатической службы страны. Документ подписан в целях совершенствования работы дипломатических представительств и консульских учреждений Туркменистана в зарубежных государствах. Президент Сердар Бердымухамедов награжден юбилейной медалью Туркменистана в честь 300-летия Махтумкули Фраги и комплектом памятных знаков. Соответствующее постановление на основании статьи 81 Конституции Туркменистана принял Меджлис Туркменистана. Церемония вручения президенту Сердару Бердымухамедову юбилейной медалью состоялась в понедельник по завершении расширенного заседания Кабинета министров в дворцовом комплексе Огусхан. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ о награждении членов правительства юбилейной медалью и памятными знаками в честь 300-летия со дня рождения туркменского поэта-классика Махтумкули Фраги. В числе награжденных председатель Меджлиса Туркменистана, заместители председателя Кабинета министров, генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров, а также руководители военных и правоохранительных органов страны. В Ашхабад прибыл помощник генерального секретаря ООН по вопросам верховенства закона и учреждениям безопасности Александр Зуев с целью участия в международной конференции «Совместные усилия в укреплении международного мира и устойчивого развития», а также других мероприятиях в честь Международного дня нейтралитета. В понедельник в МИД Туркменистана состоялась его встреча с министром иностранных дел Рашидом Миредовым. Соучредитель и бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс выразил опасения, что современные гаджеты и соцсети могут ограничивать развитие глубокого мышления у молодого поколения. Гейтс сомневается, что стал бы миллиардером, если бы рос как современные дети, отвлекаясь на смартфоны. По его словам, именно детство, проведенное в исследованиях окружающего мира и чтении, позволило ему основать компанию, которая сегодня оценивается в 3,26 триллионов долларов США. Зоозащитная организация PETA обрушилась с критикой на фильм «Носферату», обвинив Роберта Эггерса в клевете на крыс. Зоозащитники возмущены ошибочным изображением этих животных как разносчиков чумы в новой картине режиссера. По их мнению, подобные стереотипы не только несправедливы, но и лишают зрителей возможности увидеть крыс такими, какие они есть на самом деле – умными, общительными и преданными существами. Серебряную медаль в рывке завоевал туркменский спортсмен Бунят Рашидов на проходящем в Манаме чемпионате мира по тяжелой атлетике. Этого успеха он добился в весовой категории до 73 килограммов, в которой спор за награды вели 26 штангистов. В рывке Рашидов поднял 154 килограммов, однако в толчке он показал 16-й результат и в итоге занял 15-е место. Чемпионом мира стал Хёна Рирён из КНДР с результатом 349 килограммов в сумме двоеборья. Футболисты Аркадага на выезде обыграли Алты-Насыр со счетом 4-0 в перенесенном матче 27-го тура чемпионата Туркменистана. Аркадаг второй год подряд завершил сезон в чемпионате Туркменистана со 100% результатом. Подопечные Владимира Байрамова не проиграли ни одного матча во внутреннем первенстве. У команды остаются шансы еще на 2 титула – Кубок Туркменистана и Лигу вызова АФК. Второе место в чемпионате Туркменистана за тур до финиша занял Ахал, третьим стал Алты-Насыр. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.